Официальные марки, потому что они выпущены с официального разрешения правительства Тувы. Вот. Поэтому вот у нас есть с ним несколько задумок, проектов. Вот акши начали делать, это обратили внимание, да, это потому что бумажных акши очень-очень мало, и многие даже не знают, не представляют, а я уж точно знаю, так как этим вопросом спрашиваю, вообще очень мало кто знает, что Тува в состав Советского Союза в 1944 году вошла. Все считают, в 20-х годах, как революция произошла, так вот Советский Союз у нас больше и, так сказать, не укрупнялся. А поэтому история Тувы, она в этом смысле очень уникальная, и вот я так сказать, Шабан Валерьевич любит рассказывать, особенно первый раз, что Тува — это единственная страна в мире, которая находится в состоянии войны еще с Германией, потому что она объявила войну, войну не прекращает. И если вдруг в Европе падают поезда, это, скорее всего, тувинские добровольцы до сих пор пускают их. Вот. Поэтому Тува очень интересна, вот очень интересно. Она и во всем интересна, начиная в природе, в питании, не знаю, вот, в золоте, серебре, во всем, во всем. Вот поэтому я еще раз хочу сказать спасибо вам, что вы приехали. Издавать указы. Я один из первых своих указов разрешил, вернее, издал указ о возобновлении печатания, выпуска марок Тувинской Народной Республики, как правопреемник нашей республики. Вот это начало стихийных 90-х годов, и после этого получил дружеский такой замечание от Бориса Николаевича. Он четко сказал: Кадыр Алексеевич, перестаньте, пожалуйста, выпускать эти марки, потому что они у вас получаются из-за того, что вы издали указ как официальный. На самом деле в России решение о выпуске, официальное решение может принимать только российское государство. Марки, выпуск марок равнозначно выпуску денег, потому что они номинированы в деньгах. И я ему пообещал, что снимаю свое вот это решение, но оно растиражировано по всему миру, поэтому марки печатаются сегодня в Германии, в Англии, Швейцарии, Китае, Австрии, Австралии, еще под брендом Республики Тыва Российской Федерации выходят марки с таким содержанием, типа там Мадонна, Шварценеггер, динозавры всех времен и народов и так далее. То своеобразный механизм я нечаянно запустил, а дальше уже официально снимай, не снимай, она зажило своей собственной жизнью, потому что интерес к тувинским маркам среди филателистов мира высокий. Это оригинальные марки. Впервые применены вот такие ромбовидные формы марок, потом косой ромб, полный квадрат и так далее, разные способы и формы. Этим занимались творением марок советские специалисты, Амосов, Амосова, его жена и другие. 6-7 человек работали по тувинским маркам и по тувинской национальной валюте. И, конечно же, они работали по заказу правительства Тувинской Народной Республики. И из-за того, что это иностранный зарубежный заказ, который формируется по предложению самого правительства, они получили карт-бланш на творческую разработку форм и тематики марок. Поэтому я думаю, что для этих специалистов, художников, миниатюристов, это было отдушина. А в Советском Союзе стандартный же все выходило. Утвердил ЦК КПСС, оно пойдет. Не утвердил, все, не моги там что-либо свободное. А здесь они творили. Поэтому тувинские марки отличаются от многих марок стран мира тем, что очень оригинальные, это раз, и второе, но творческий подход людей виден. И поэтому я думаю, что успех и то, что
до сих пор высоко котируются тувинские марки, уже не существующей Тувинской Народной Республики, здесь есть определенный резон. Нет ограничений темы выпуска гербов. И те вот даже неутвержденные ваши гербы, в общем-то, выходят. Не все из Союза геральдистов России, про которую говорил Константин Федорович, есть и куча других серий. В частности, вышло несколько знаков с вашими неофициальными, так скажем, гербами. Туран, Кахен, Кызыл, конечно, и Агдавурак, посвященные юбилеям этих городов. Кызылу, 10 лет назад, в 2014 году, когда было 100 лет, вышел. Нет, по-моему, в 2014 году. 5 лет назад. В 2014 году. Замечания. Такие знаки существуют, вот эти неофициальные гербы, за это никто никого не наказывает, и Борис Николаевич никак не вызывал из существующего власти. Но мне выговорилось точно, когда здесь был. Понятно, потому что это деньги. Да. Я приехал из Хакасии, сосед, да. То есть вот вы сказали, что создание какой-то организации. Да, я действующий автор герба Багратского района Республики Хакасия. Вот Константин Федорович сказал, что в Хакасии вот все муниципальные образования уже закрыли вот это геральдическое полисо, как различал уже. Вот. То есть, знаете, самый простой способ. Вот сейчас Константин Федорович здесь, просто его берутся реквизиты, просто его взять телефон. В онлайн-режиме, как он сказал, любым способом можно с ним связаться, он всегда на связи. Идейные вот эти реликвии, чем гордится Тува, чем гордится народ. И это используется в геральдике. Вот и все. Культуры Советского Союза. Тогдашний нарком по делам культуры и просвещения Луначарский, я так понял, он занимал эту должность в двух ипостасях. Не нашли документ, но без его визы и поручения Эрмитаж и Русский музей не могли отдать эти картины. Вот такая история своеобразная. Но отдали, хорошо, документ по передаче есть. Но не могли долго решиться выставить из-за того, что они, в общем-то, из конфискатов. А в наше время к конфискатам отношений, если оно зарегистрировано было в свое время как государственная собственность, проблем нет. А по конфискатам всегда могут найтись потомки. А считается, что во всем мире пайка золото как технология запущена в XIV веке нашей эры. Вопрос: кто научил этих скифов паять золото? Или на каком агрегате эта технология исполнялась? Это первое. Второе. Штаны, единственные во всем мире золотые штаны, но изготовлены по непонятной технологии. Каждая бусинка меньше миллиметра, еще посередине с дыркой, и в эту дырку даже конский волос не входит. И супруга археолога Чугунова 1,5 месяца собирал вот тот кусок маленький, вот такой, под микроскопом. Поэтому мы считаем, что скифы имели еще и микроскопы. Иначе обычным глазом это видеть и нанизывать сотни тысяч вот этих бусинок просто невозможно. Она гораздо более богата, вы, наверное, это заметили, чем в других даже национальных республиках, как Татарстан, Башкирия там, и так далее.